современном мире мы все больше уделяем внимание чистоте. Мы очищаем руки с помощью антисептиков, очищаем воздух с помощью ионизаторов. Ну и, конечно, различная бытовая химия сегодня диктует свои условия. Сегодня в рамках проекта «Испытано на себе» мы поговорим с вами о химчистке мягкой мебели. Ведь именно с ней мы проводим большую часть своего времени, будь то офисные стулья на работе, диван в доме и так далее. Да? В общем, мягкая мебель окружает нас повсюду. И сегодня в этом нам поможет специалист по химчистке мягкой мебели, это Александр. Значит, работаем мы сегодня с компанией Clean Lab, и нам в прямом смысле сегодня придется засучить рукава, правильно? Совершенно верно. Все верно. Так, собственно, рассказывайте, с чем мы сегодня будем работать? Основные инструменты для работы у нас, это, конечно же, самый главный герой, так скажем, это вакуумно-моющий пылесос. Принцип работы у него достаточно простой, но при этом очень эффективный. То есть подача раствора и забор раствора, соответственно. Дорогие друзья, забегая вперед, хотелось бы отметить, что сегодня вот я сижу вроде бы на совершенно новом диване. В общем, можно сказать, что он практически идеально чистый, но на самом деле мы сегодня покажем, да, насколько здесь много грязи внутри, да, и это, как обещал Александр, будет видно визуально. Ну а самое главное, потом мы смело нанесем на этот диван всевозможные бытовые, пищевые моменты и посмотрим, можно ли это оттереть будет моими ручками и простыми порошочками и пятновыводителями. Если справится, хорошо, а если не справится, то обратимся к специалистам. В общем, сегодня у нас будет такой некий эксперимент, поэтому оставайтесь с нами и подробнее узнаете о том, как правильно нужно заботиться о своей мебели. Испытано на себе. В принципе, с пылесосом разобрались. А вот это что за агрегат? Это у нас парогенератор. Этот агрегат, он необходим для работы уже со сложными загрязнениями, с засаленностью, то есть въевшимися пятнами, сложно выводимыми пятнами. То есть, если этот не справляется, подключается этот. Либо также есть вот такой вот его же аналог, маленький, ручной, удобный. То есть самые сложные пятна удаляются только с помощью пара? Или там тоже есть химия? Нет, там только вода. Только вода? Чистый пар, да. Очень интересно. Тогда сразу актуальный вопрос, да? А что же такое самые жесткие пятна? Самая грязь, которая вот не выводится ничем, только вот парогенератором? Чаще всего самые сложные пятна, самые трудновыводимые пятна – это старые пятна. Еще один немаловажный предмет в работе мастера по химчистке – это орбитальная щетка. В принципе, как бы это обычный шуруповерт со специальной щеткой для химчистки. Ну так это же вообще очень жесткая штука. Ну да, это как бы немножко такая агрессивная чистка, но она не вредит. Здесь можно на пониженных оборотах, если работать, в принципе, это нормально. То есть это тот же самый принцип, что обычной щеткой вы будете тереть. Да. Только это упрощает вашу работу в 10 раз, как минимум. Ну что, начнем. Еще хотелось бы отметить, что сегодня мы находимся в одном из офисов национально-вещательной компании «Саха». И вот, собственно, проверим, насколько у нас чистая поверхность в наших кабинетах. Ну, я думаю, наш диванчик еще подождет. Начнем пока что с офисных стульев. Испытано на себе. Первый герой нашего эксперимента сегодня – это простой офисный стул. Как мы видим, этот стул, видимо, прошел огонь, воду и медные трубы. Ну и, собственно, наверное, такие стандартные бытовые проблемы здесь. Типичные загрязнения для офисных стульев, вообще для стульев в целом. В принципе, с этими пятнами несложно будет справиться. У нас для этого есть специальная химия. Гипоаллергенный порошок, универсальный для всех видов пятен от любых видов загрязнений. Это выглядит как и мой порошок, который я позже буду использовать для эксперимента. Выглядит как обычный стиральный порошок, но у него немножко отличается структура, потому что он более как зернистый. Как пудра, мелкий очень. Наоборот, да? Да, наоборот, очень мелкий. Он практически как сода, и беленький-беленький. Да. Сода, почти как сода. Так, хорошо. Также есть средства это для работы с кожей, кожзам.
Потому что текстиль и кожзам, просто, естественно, по структуре отличаются. Мгм. И разные подходы. То есть это для работы вручную с кожей, с кожзамом. Мгм. Химчистка происходит исключительно вручную. Такой вот спрей для устранения неприятных запахов. То есть у кого есть домашние животные, Мгм. то есть помогает избавляться, не маскировать именно запахи, а именно избавляться от них. Вот-вот, я только и хотела сказать, ну побрызгаем мы любым Да. освежителем, будет тоже приятно, а потом Можно как бы перекрыть запах освежителем, но все равно будет. То есть освежитель, он быстро выветривается. Да, а это средство А это средство, оно уничтожает сами, получается, молекулы запаха. интересно. Далее, Специальный парфюм для мягкой мебели. даже так. Да. А, Даже у мебели есть парфюм. Даже у мебели есть парфюм. То есть, если разделить теоретически, да, вообще химчистку на этапы, то у нас какие этапы присутствуют? Первое. Первый этап – это устранить пыль для начала. То есть нужно пропылесосить все вот эти вот места. Мгм. Чаще всего здесь скапливаются разные загрязнения. Мгм. Пыль, ссор, Волосы, да, там монеты бывают, детские игрушки, Всё есть. макароны. вся жизнь там. Туда можно что угодно там найти. Всегда, каждый раз, когда начинаешь чистить, Мгм. гадаешь, что ж там такое. Мгм. Первое это Во-первых, пропылесосить Пылесосим. полностью, да. Вытягиваем, насколько можем пыль. Мгм. Ну, это можно быстро пробежаться, в принципе. да. Следующий этап, это уже нужно осмотреть диван на наличие потертостей, потому что зачастую потертости, они выглядят как пятна. Ну, то Мгм. есть, если можно его долго-долго тереть, и станет только хуже. Второй этап, это уже получается нанесение непосредственно самого раствора. То есть Потом, мы, проще говоря, мы намачиваем диван Да. полностью. потом вытягиваем эту жидкость. Да, ну то есть мы не вытягиваем, сначала это делает порошок, то есть Ага. он вытягивает. Мы же в свою очередь ему помогаем в этом, то есть Мгм. вот этой вот щеткой, о которой мы говорили. И дальше уже, когда мы полностью прошли по всей поверхности дивана, уже начинаем вытягивать. Мгм. И после первого этапа работы, то есть вот эти 3 шага, скажем так, Мгм. мы уже смотрим на результат. Если результат хороший, меняем, получается, раствор на обычную чистую воду, желательно теплую, Мгм. и также намачиваем и, получается, собираем оставшиеся. Хорошо, но с диваном мы разберемся чуть позже, ну а первый герой нашего эфира готов. Но здесь все понятно, да? Здесь, да. Нужно удалить в первую очередь пятна. Испытано на себе. Первый этап мы сделали. Просто Мы, пропылесосили, да? Убрали пыль, убрали мелкие загрязнения, то есть Мгм. частицы волос и так далее. Мгм. То есть, смотрите, в принципе, уже на 1 тон он стал Да. темнее, как будто бы серую пленку с него уже сняли. Хорошо. Так, сейчас будет макровато. О. А сейчас происходит тот этап, про который вы говорили, да? То есть мы просто, проще Наносим, говоря, да. наносим Моющий раствор. моющий раствор, то есть мочим мебель, Да, чтобы она полноценно промокла, да? да. Можно не жалеть порошок. А вот промокнув эта мебель, когда высохнет? Такое ощущение, что этот стул будет сохнуть вечность. На самом деле нет. В нашем климате в сухом высыхает все достаточно быстро. Мы пробовали использовать фены, пробовали использовать сушилки, но они делают плохо для мебели. То есть для текстиля, для кожзама, для кожи агрессивная сушка, она не подходит, потому что Естественным да, путем высыхать да. только должно? Ткань из-за агрессивной сушки стягивается. Намного лучше, если все высыхает естественным путем. И для просушки естественным путем примерно 6 часов, 6-8 часов. 6-8 часов. Да.
Итак, стульчик постоял 3-4 минуты, как сказал Александр. Он, ну, по факту просто мокрый стол. Щеточкой. Вот здесь самое главное. Мы зачастую же пытаемся дома прочистить мебель вручную. Да, вот Все примерно теми вот же таким путем. щетками, все теми же тряпочками. Какие ткани категорически нельзя подвергать подобному виду чистки? Ну вот так, щеткой. Какие? Ну, по большому счету, конечно, можно, но очень аккуратно. Ну, замшу, Очень велюр осторожно. Замшу никак нельзя. нельзя. Велюр. Замши, если у вас есть замша и велюр, то, конечно, лучше специалиста вызывать. Можно, конечно, и самому, но жалко потом будет смотреть. На дырочку. На дырочку, да, на убитую мебель своими же руками. Можно вот так, а можно вот так. А вот То есть эффективность у нас повышается. Видите, Да-да-да. я начал работать как по вращению. Здесь вот порошок, все. он начал пениться. Пенится, То есть, да, пока я работал щеткой, то есть вот Такого эффекта не было. такого эффекта не было. Но здесь, если передержать, есть вероятность того, что ткань сотрется? Ну, если долго, ну, лучше, конечно, я бы не стал. То есть надо пробегать быстро, здесь оборотов достаточно много, этого хватает. А насколько глубоко проходит чистка? Вот при таком методе, да? То есть от того, как мы намочим, зависит глубина? Зависит от того, как мы намочим, зависит от того, сколько будет стоять раствор. Ну, 5 минут достаточно, потому что раствор очень хороший. Ага. И вытягивает, и даже, я думаю, не только из обивки, но и изнутри. То есть если- вот эта губка поролона, из нее Да, тоже да, высосет всю грязь. Ага. Теперь, Готово? да, Смотрите, у нас как будто бы стульчик даже ворсистее стал. То есть то, что было вот такое, как сказать-то, затертое, да, немножечко да. всё Ворс немножко поднялся, да. Здорово. Теперь начинается самое интересное. Вот видите, вся грязь, Посмотрите, вся пыль. сколько здесь всего некрасивого. Вот она грязь, которая вытягивается из нашего стульчика. Вы знаете, можно много спорить про то, нужна ли химчистка, можно самостоятельно все сделать. На самом деле, вот, глядя на то, сколько грязи выходит, то можно однозначно сказать, что самостоятельно сделать подобную чистку, ну уж точно не получится. Слушайте, но он идеальный. Если до этого мы думали, что его нужно уже утилизировать, на этот стул практически никто-то и не садился. Теперь, наверное, это будет главный стул в нашем офисе, потому что из того, что было, ну, собственно, его можно обратно на витрину магазина отправить. Очень круто. И осталось нам его высушить. Осталось, да. Испытано на себе. А вот герой номер 2. Собственно, это уже история, скорее всего, про кухню, да. Зачастую подобные настилы мы покупаем на кухонные гарнитуры, потому что на стульчике сидеть не очень удобно. И вот здесь мы вспоминаем ту самую историю, про которую рассказывал Александр, да. Да. Это засаленные пятна. Обратите внимание, дорогие друзья, что эту настилку, да, подстилку мы уже стирали. Стирали мы ее с помощью стиральной машины, пятновыводителей и простого порошка. Как мы видим, жирные пятна и вот эта засаленность, она никуда не делась. Собственно, конечно, многие из вас подумают, зачем вызывать специалиста, чтобы постирать подобные коврики, да? Но на самом деле, если вы заказываете как бы специалиста в комплексе, а почему бы по пути и это не почистить, собственно? Потому что, опять же, тем самым мы не отправим эту полезную вещь, да,
мусор, да, утиль. в утиль, а мы вновь будем ее использовать. Эти пятна, ну не знаю, получится, нет, удалить. Попробуем. Попробуем, поехали. Принцип тот же самый. Мгм. Хорошо. Так, только вы там кнопочки сами регулируйте. А сейчас полетит все или не полетит? Вот с этой стороны вот так придерживаете, Ага, окей. что она будет елозить, а я буду придерживать стул. Готово? Ага, сначала пылесосим. Ага. А это просто пылесосим. Первый этап позади, мы пропылесосили, убрав там, знаете, такие поверхностные погрешности, да. Теперь мы наносим, Собственно, сам раствор. да, раствор. Чудо-раствор. Что делаю? Нажимаю. Вот эта кнопочка под пальцем. Ага. Ой, мамочки, страшно. Не бойтесь. Ой! Можно чуть-чуть подальше. О, Да, вот так. Господи! Надо экономить раствор, я думаю. Ну, здесь, да. На такой маленький предмет мебели, да. Этого Да. достаточно. Так, переворачиваем. Ой, Чуть повыше. Ага. кажется, я уже Александра тут по пути почистила. Простите, пожалуйста. Ничего. Так, все, замочили чисто-начисто. Оставляем на несколько минут. Я уже говорю практически как сотрудник компании. Знаю все этапы, такая вся умная. Главное, самое главное, чтобы эффект был. Вот жирные пятна и вот эта засаленность должна полностью исчезнуть. Это самая главная цель нашего эксперимента. Испытано на себе. Ну вот после того, как прошло 3 минуты, мы видим, как стали проявляться, да, загрязнения. Это касается особенно вот периметра, да, Да, да. нашей подушечки. Проявилось вот здесь, в основном. Вот здесь вот это пятно большое. Вы прям все это видите как специалист, да? Да, вот его видно. Александр Треугольник. доверил мне щеточку, сказал сильно не жать, долго не держать. Ну, поехали. Ой. Что делать? Вот так вот можно прямо по прямым Вот так? углам. Да. А, вот так. Ага. Чуть-чуть нажмите еще. Нажать? Ага, вот так. Вот пошло. А пениться стало, да? Да. На уверенности делайте. Хорошо. Вы думаете, я так часто держу шуруповерт в своих руках? Ну, получается хорошо. Да? Ну, значит, без хлеба не останусь. К вам приду работать. Так. Побелела эта часть, смотрите. Она побелела, а здесь темная. Ну, а теперь мы приступаем к моему, наверное, уже самому любимому этапу, потому что сейчас всю грязь-то мы и увидим, потому что мы будем высасывать наше чудо-средство уже непосредственно с нашего предмета мебели. Итак, Поехали. поехали. Я жму Да, нажимать и на себя на себя, кинуть. а сильно продавливать надо? Не обязательно. Насколько хватает. Ну, легкое усилие. Доделываем. Вы знаете, кто бы мог подумать, что уборка может быть увлекательным процессом. Потому что в рамках дома обычно это же все рутинные вещи. И не особого удовольствия, конечно, они не вызывают. Ну а здесь просто это какой-то такой эксперимент, восторг. Прям хочется еще проводить, рассматривать все. Ну и, конечно, прям
радуешься этому и хочется почистить еще что-нибудь. Просто увлекательный процесс. Так, ну, обратите внимание, у нас она даже как-то пышнее стала. То есть была такая вся прижатая, но это, наверное, еще жидкость, да? Когда подсохнет, она еще поднимется. еще поднимется. Да, еще поднимется. Испытано на себе. Участник номер 3. Это лежанка любимого питомца. И, конечно, это уже отдельный предмет. Источник Да, бактерий и аллергии. Источник бактерий и аллергии. Вот говоря о том, что, собственно, мы не всегда задумываемся о том, что да, в нашей мебели хранятся бактерии. Ну, как-то считаем все чисто, ну, кровать и кровать. Визуально, да. А на самом деле это На кладезь. самом деле все внутри. Все внутри. Какие опасные вещи могут находиться в нашей мебели? Какие бактерии? Может быть, какие-то насекомые? Начиная Вредители? от самого простого, это банальная пыль, которая является очень подходящей средой и излюбленной средой тех же самых пылевых клещей, разного рода микробов, бактерий, чаще всего, конечно, болезнетворных. Ага. Ну и что касается домашних животных, не всегда получается после каждой прогулки, там, допустим, собаку помыть. Ну, это и не рекомендуется каждый раз мыть собаку. Может повредить шерсти. Но вот лежаночка. У нас здесь, получается, собачка погуляла. Здесь полежала, поспала. Ну, Собаки, как правило, у наших горожан воспитанные, они не забираются на мягкую мебель Да. своих хозяев. у них есть на это свое Да, место. но в Ну, отсутствии хозяина, конечно, может быть такое. Как бы любят собачки тоже такое дело. Ну, собственно, здесь Посадить. самое главное, по факту, ведь опять спросят, так лежаки все стираем в стиральной машине. На самом деле нет. Именно подобным вещам нужно уделять отдельное внимание, потому что вот это и есть кладезь бактерий, которые позже могут распространиться на вашу мягкую мебель, потому что, как ни крути, мы все равно имеем контакт с нашими домашними питомцами, и, конечно, вот как вы сказали, пылевой клещ звучит Да. ужасно. Да. А его увидеть-то можно? Ну, нет, он Нет. очень маленький и Нет, но очень, очень неприятный. Лучше его не видеть. Ну, раз он так называется, я не сомневаюсь, что он наносит вред. Вот отсюда все переходит туда. Поэтому химчистка лежаков ваших животных, она просто необходима, да? Да, желательно, если вы заказываете химчистку для себя, также подумайте и о своих питомцах. Вся та же самая тема. Но это уже вы сделаете я сам делаю. быстро, для картинки. Вы знаете, я очень чутко отношусь вообще к ароматам. И бытовую химию обычно выбираю без отдушек. То есть иногда у меня бывают аллергические реакции просто на запах бытовой химии. Но вот есть такой момент у меня. И я очень боялась нашего эксперимента сегодня, потому что я думала, что как только я почувствую запах хлора, либо какие-то специфические ароматы, мне сразу станет плохо, то есть могут пойти пятна и так далее. Но здесь Никакого хлора. никакого хлора, и Хлор слишком агрессивный. я бы даже сказала, мне очень нравится Да, запах приятный. этот очень приятный аромат, поэтому это тоже немаловажно, ведь позже на этой мебели нам же спать, сидеть, и если, конечно, от нее будет сильно пахнуть химия, это будет, конечно, барьером, да, для Многих нас. людей, да, совершенно верно. А здесь приятные ароматы. Многих людей пугает именно... Что раз химчистка, да, значит именно химия. корень слова хим. Да, Химия, да. Ну, и агрессивная химия здесь не используется. не используется. Да, ни в коем Хорошо. случае. О, чисто стало. Итак, чистка нашей лежаночки для домашнего питомца очищена. Посмотрите сразу и ворс другой, то есть он уже так топорщится, да, и цвет поменяла. Соответственно, полностью уничтожение всех пятен. Но никаких нюансов я, например, не вижу. Нужно отметить, что
непосредственно сейчас она еще находится во влажном состоянии, то есть цвет немножечко темнее. Я думаю, а когда подсохнет, так вообще будет совершенно другой эффект. Ну а самое главное, как мы уже говорили, этот эксперимент мы поставили не просто так. Мы не гнались за визуальным эффектом. Мы все-таки заботились о том, что внутри. И, собственно, для этого прошли все этапы химчистки. Ну и финальная часть – это обработка. Это обработка, устранение запахов. Даже если они какие-либо и остались, кроме приятных. Это дезодорация. Дезодорация, еще раз напоминаем, это не просто временное, да, уничтожение аромата, а это полное его уничтожение. Да, совершенно верно. Полное. Вот так. Я почему-то думала, что таких средств не существует. Вот что побрызгал, временное явление, но потом все равно все ароматы твоего песика проявятся вновь. На самом деле здесь все работает иначе. Но, конечно, если верить словам специалиста. Ну а мы сегодня все это испытали на себе, поэтому я думаю, что вы нам, зрители, поверите. Испытано на себе. Итак, четвертый участник нашего испытания сегодня – это великий, могучий наш любимый диван. Ну, собственно, необходимо отметить, что он достаточно новый. Ну да, конечно, здесь проходимость на этом диване у нас большая. Посидим, чай попьем, поговорим и уходим. Но сегодня мы его используем в качестве, так сказать, фундамента, базы для нашего основного эксперимента. Обратите внимание, дорогие друзья. Итак, у нас здесь находится напиток, известный всем кола, яд, как по-другому его называют, да? И мы смело наливаем пятно кока-колы на наш диван. О! Боже мой! Александр, я очень верю в то, что это все отмоется, а иначе меня уволят с работы. Итак, пятно от колы. Красота. Да и только, да, в кавычках красота. Итак, участник номер 2. Это у нас кетчуп. Хорошо. Так, смело так вот. Ой, я никогда не была вредителем настолько. Так, и мы, наверное, еще вот так размажем, да? Вот так вот, вот так. Все-таки как приятно иногда не... Пошалить. Да-да-да. Вот так. Так, держите. Можете оставить автограф. Да, о, точно, я сейчас напишу тут своим коллегам свое имя. Итак, чтобы все знали, кто был вредителем на диване. Так. Я, наверное, в детстве даже такого не делала. Мне непозволительно было, наверное, я не совершала таких поступков. Рука сейчас даже слегка, знаете, вздрагивает. Так, поехали дальше. Варенье. Такое прям еще, когда сегодня выбирала какое варенье, выбрала специально черничное. Думаю, ну а что там, абрикосовое, это все ерунда. Возьму-ка я такое термоядерное черничное варенье. Александр. Текс. Ну, господи. Аж руки дрожат, вы представляете, что я вообще творю? Простите меня, пожалуйста, мои коллеги. Все. Какой-то ужас. Еще вот так вот сделаю. О, все. Вот это, мне кажется, пятно так пятно. Это соевый соус. Смело вот так вот струй. О, вот так, 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 вот так. Ну что, напомним. Кока-кола, пятно кока-колы. Затем кетчуп. Затем фломастеры. Черничное варенье и соевый соус. Испытано на себе. Ну что, помимо того, что здесь присутствуют такие яркие пятна, здесь прекраснейшие ароматы, то есть пахнет и кетчупом, вареньем, и соевым соусом. Ну и я как хозяйка, конечно, первым делом побежала за привычным средством для очистки пятен. Ну, я думаю, без рекламы все понятно. В общем, большего в моем доме не оказалось. Ну, начнем, наверное, вот с самого яркого пятна. Ну, как обычно, говорит нам инструкция, наносим, ждем и смотрим, что же будет с этим пятном. Конечно же, я еще по старой доброй памяти все обязательно потру.
Ну, собственно, смотрите. Отходит, да? Так, сейчас мы... В общем, на полках магазина я нашла еще супер-пупер пятновыводитель, аж 7 в одном. Попробуем испытать его на фломастере. Так. Итак, берем губочку. А что все стирается-то? Или не все стирается? Нам же нужно, чтобы не стиралось. Нет, есть. Надо просто вот этот убрать, порошок. Буква D видна, контур. Ну все, видите, буква D осталась. Напоминаем, что это еще свежие пятна, да, большую ключевую роль играет. Варенье проявляется? Варенье осталось, ага. Так, кетчуп. Погнали. Оп. Кетчуп смотрим. Ну, тоже справляется, да? Так, и финальный соевый соус. Соевого соуса мы решили подлить, дабы увидеть такие прям очевидные пятна. Итак, проверяем. Оп. Ну, собственно, соевый соус тоже съедает. Значит, ключевой момент, что это все свежие пятна, да? Ну да, и еще здесь есть такой момент, что вы эти пятна просто втираете. А затем они могут проявиться, вылезти Они наружу. обязательно проявятся. То есть их нужно вытянуть. Продолжаем наш эксперимент. Попробуем удалить с помощью простого пятновыводителя пятно Кока-Колы. Александр говорит, что это одно из популярных, да, пятен? Да, одно из самых. Загрязнений, частых загрязнений, да, на мягкой мебели. Ну, посмотрим, сотрется все или нет. Работает? Да. Я, как настоящая хозяйка, конечно же, воспользовалась бабушкиным советом, принесла соду, такой естественный, очевидный отбеливатель, и прикупила хороший порошок, о котором там много говорили. Но, собственно, почему-то хочется добавить какой-то фракции. Почему-то мне кажется, что вот если насыпешь соду туда, а она вот с такими крапинками, все ототрет. Нет, соду никак нельзя. Это очень агрессивная среда. Она, во-первых, повредит и структуру ткани, и цвет. То есть сода здесь вообще никак нельзя. Никак. А если я насыплю прям порошочек сюда, он же там начнет... Порошок в чистом виде тоже не рекомендуется, потому что это как абразив будет работать. То есть вы будете шлифовать, грубо говоря, ткань. Всё. Только в жидком виде. Только в жидком виде. Отлично. Обратите внимание, происходит следующий процесс. Это то, о чем мы говорили. Пока мы разговаривали с Александром, сюда, можно, пожалуйста, сюда поближе. Посмотрите, то место, где я обработала соевый соус пятновыводителем, прошло буквально там минут 5-10, пока мы разговаривали, а пятно-то вновь проявилось. Посмотрите, эта часть-то была чистая. Вот видите, тут даже вот пятновыводитель есть. Но если вот он пропадает, мы видим, что пятно, оно никуда не исчезло. То есть оно продолжает проявлять себя, да? То же самое произошло с черникой. Ничего подобного, все вновь вот отсюда проявляется. Фломастер практически был очищен. Я тоже поверила в то, что если бы я еще чуть-чуть потерла бы пятновыводителем, все бы вышло, выявилось, да? Ну, собственно, тут тоже все понятно. Тут невооруженным глазом видно, что это же пятно, оно уже не настолько чистое белое. Ну и вот с Кока-Колой. Что у нас с Кока-Колой, Александр? С Кока-Колой чуть-чуть получше. Получше ситуация, да? Да. Но не факт, что она изменится, что она останется. Окончательно. Да, пропадет, через час, да. через два. Ну что, дорогие друзья, конечно, этот эксперимент должен привести нас к финальному итогу, к чистому дивану. Я, если честно, не верю в то, что это все можно вот так легкой рукой очистить, потому что все-таки это достаточно серьезные загрязнения. И я болею за то, чтобы с помощью CleanLab все-таки наш диван приобрел чистый вид, и никакие пятна потом снутри не просачивались, и чтобы меня не наругали мои коллеги. Ну, все по той же системе? Да, приступим к работе. Приступим.
О, как красиво проявляется мое имя. И тут же удаляется. Пошла черничка наша. Напоминаем, что сейчас мы наносим чудо-раствор непосредственно на сами пятна. Посмотрите, как видоизменяется пятно. Оно синеет. Здесь синеет. Кетчуп у нас, наоборот, стал ярче. Боже, все размазывается только. Ну, сейчас соберем. Сейчас все соберем. А интересно, когда вот очищаете диван и на нем есть пятна, первым делом вы очищаете пятно или же вы очищаете сначала весь диван, а потом акцентируете внимание на загрязнениях? Ну, сначала надо, конечно же, попробовать очистить пятно в первую очередь, как самый явный признак загрязнения, самый неприятный, самый сложный. А дальше уже можно перейти на остальные части. Желательно еще чистить диван весь полностью, потому что если мы возьмем, например, только посадочную зону и почистим ее, она будет отличаться по цвету от остальной части дивана. Да. Что это будет чистое, это будет, соответственно, нет. Что-то фломастер, походу, этим не удалится, да? Нет, уходит. Уходит? Так делаю? Да, все правильно. А почему вот у вас белая пена, а у меня ее нет? Надо чуть-чуть нажать. Да. Вот и белая пена, да? Во! Но я приобретаю новые навыки, оказывается. А здесь нет. А бывают ли такие пятна, которые вообще ничем и никогда не выведутся? Да, конечно. Бывает, да? Чаще всего это биологические пятна. То есть кровь, пот, который застарел, именно очень долгое время уже впитался. Ага. Винные пятна, ну опять же ручка, чернила. Ну, как сказать, все зависит от времени, по большому счету. Ну, очень много, не совсем все, но очень много зависит от времени, сколько именно вот эта жидкость была на ткани, сколько времени она лежала. Как давно, да, было? Да, как давно, насколько старое загрязнение. Чем быстрее мы воспользуемся услугами мастера, тем чище и быстрее получится избавиться от пятна. Кажется, все. Можно. Ага, вы делаете это. Пробегу. Работа не из легких, товарищи. Если вы думаете, что держать эту щетку и одновременно продавливать ее, это легко, на самом деле это тоже физический труд. Поэтому уважайте труд мастера, который приходит к вам помочь, так сказать, в быту. И сейчас самое главное. А сейчас заново будете поливать или уже Нет, высасывать? собирать. Далее. Вот он весь наш кетчуп и вся грязь, которая была в диване. Но мы видим наглядно, сколько всего высасывает пылесос.
посмотрите, результат налицо. Эксперимент пройден, все пятна удалены. Самым стойким пятном оказалось Соевый соус. соевый соус, но с ним мы тоже справились. Фломастеры, все очищено. Наш диван чист. Но не надо обращать внимание там на подлокотники и на спинку, да, потому что, как уже говорил Александр, диван очищать нужно полностью, но в рамках нашего проекта время ограничено. Мы убрали, так сказать, только ту зону, где мы испортили все, да? Да. Ну и давайте посмотрим на результат нашего эксперимента сегодня. Сколько... О, Господи, туда даже смотреть страшно. Ну вот я в перчатках, посмотрите, сколько... Вот это все вышло из нашего дивана и тех вещей, которые мы очищали. Да. Ужас. Которые на первый взгляд были чистыми. Да, у нас же не было явных таких. А грязь такая, как будто мы полы помыли, да? То есть эта грязь окружает нас постоянно, она рядом с нами. Ну и, конечно, подведя итоги нашего эфира, можно сказать, что действительно, вроде бы химчистка мебели сегодня это не новое, да, но люди уделяют этому мало внимания. Это в первую очередь ваше здоровье и здоровье ваших близких. Правильно, Александр? Совершенно Как часто нужно делать химчистку, ну, допустим, мягкой мебели, такого как диван? Как минимум раз в сезон, раз в 2-3 месяца нужно проводить химчистку регулярно. Мгм. И сколько в среднем занимает по времени комплексная чистка дивана? Ну, зависит от типа ткани и степени загрязнения. Но в среднем это 30-40 минут на такой диванчик уходит у опытного мастера. 30-40 минут, Да. если нет таких пятен, как были у нас, да? Да, да. Все, отлично. Спасибо большое, Александр. Ну а далее, как за ним следить, ухаживать? У нас есть рекомендации, мы даем всем клиентам. Здесь все прописано, как следить за мебелью, что делать, чтобы сохранить свой диван или другие виды мебели в чистоте. так сказать, чистоте. Да. Ну все, спасибо большое. Берегите себя, берегите своих близких, свое здоровье. Ну и самое главное, если вдруг у вас на это нет времени, нет возможности, всегда обращайтесь к специалистам. Это принесет свои плоды. До новых встреч. Испытанная на себе химчистка мягкой мебели.